Сегодня у всех на устах, конечно, это паводковая ситуация в республике. В этом году она отличается тем, что рано вскрылись реки Амга и Вилюй, что повлекло затопление значительной территории заречных районов. Сахамин Миланович, а можно ли было спрогнозировать такое положение? И вообще впереди что нас ждет? Существует ли долгосрочный прогноз гидрологический? Холодная зима 2018 года и экстремально низкие снегозапасы в центральных улусах, ну и по восточной части привели к толщине льда на реках, особенно на реках Лена, Амга, что превышает норму на 15-20 сантиметров, и под городом Якутском тоже. Данные обстоятельства, а также теплая погода, циклон, который пришел в конце апреля, привели к раннему вскрытию рек. В заречных улусах в Усть-Майском улусе лед был не подготовлен, что привело к заторным явлениям. Еще в марте примерные прогнозы о возможных паводках в Центральной Якутии на северо-востоке республики были высказаны. Точные прогнозы даются за месяц. Эти прогнозы дает служба гидрометеорологии. То есть прогноз о том, что будет паводок, был, однако масштабы превысили ожидания. Сказывается изменение климата в сторону потепления, идет оттайка мерзлых слоев почвы, высокая водность. Ситуация на северо-востоке тоже прогнозируется как критическая. По данным гидрометеоцентра, запасы снега на северо-востоке превышают нормы и больше 200%, то есть превышают нормы 2-3 раза. При этом нам надо напомнить о том, что северо-восточные реки ушли под лед на высоких уровнях воды. Это Алазея, напомню. То есть может повториться ситуация прошлого года на северных реках, так ведь? Да, мониторинг поведения рек, вообще гидрологический режим, он проводится, и республика, и федеральные органы, республиканские органы имеют хороший опыт и динамику, и циклы, о чем говорит население. Цикличность, она действительно есть, цикличность высоких паводковых вод, поведение режима рек повторяется. Это 10 лет, где-то и 5 лет. А в таком случае какие-то рекомендации для органов власти принимаются? Да, конечно, работает правительственная комиссия по предупреждению и снижению негативного воздействия паводка. Комиссия имеет колоссальный опыт, и благодаря работе комиссии все-таки влияние стихии уменьшается, я считаю. Потому что проводится целый комплекс предпаводковых, паводковых, послепаводковых мероприятий. Это связано, чтобы снизить ущерб объектам народного хозяйства и, конечно, снизить ущерб на жизнедеятельность человека и обеспечить безопасность человека. Но стихия есть стихия. Скажите, пожалуйста, какие результаты показали исследования проб воды в районе городского водособора? В Якутии мы имеем аккредитованную лабораторию, Республиканский информационный аналитический центр экологического мониторинга, который после происшествия выехал на место и провели отбор проб и лабораторные исследования. Повторяюсь, точки отбора было 3. Это непосредственно место розлива нефтепродуктов, 500 метров и километр. Да? И эти исследования были проведены на прошлой неделе. Сейчас показатели изменились после первоочередных мер по аварийной ликвидации разлива нефтепродуктов. Сегодняшние показатели тоже будут доведены до сведения общественности. Я пока оперирую данными, которые были отобраны непосредственно при обнаружении. По результатам лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории РИАЦИМ Минприроды Республики установлен экстремально высокий уровень загрязнения воды реки Лена. На месте разлива содержание нефтепродуктов в воде на тот момент составляло 40 мг на кубический дециметр. Норматив водных объектов рыбохозяйственного назначения ПДК «Рыбхоз» был превышен на месте разлива 810 раз.
Норматив для водных объектов хозяйственно-питьевого назначения ПДК «Хоспит» был превышен 405 раз. Это непосредственно на месте разлива. А какие меры будут приниматься в отношении судоходной компании «Якутск», по вине которой произошел разлив? По данному вопросу мы собрали материалы. Согласно акта осмотра земельного участка установлено, что на ориентировочной площади 5700 квадратных метров водной глади и береговой полосы, примыкающей к земельному участку с номером 14 36 103 017 65, произошел разлив нефтепродуктов, предположительно мазута, из частично демонтированного судна «Нефтесборщик 504». Со слов инженера по транспортной безопасности ГОЧС судоходной компании «Якутск», разлив нефтепродуктов произошел именно с демонтированного судна «Нефтесборщик». Сейчас устанавливается все-таки чья принадлежность этого распиленного судна. По показаниям судоходной компании «Якутск», они утверждают, что продали это судно ООО «Примор Вторсырье». Но при этом земельный участок 1436 103 017 65 зарегистрирован под судоходную компанию «Якутск» видом разрешенное использование под здание караванки 2-го грузового района. То есть мы сейчас работаем, ну и другие федеральные структуры, надзорные органы работают именно с тем юридическим лицом, за которым закреплена территория. Разлив произошел на территории. Если есть вина вторых лиц, третьих лиц, то в ходе разбирательств, то они тоже понесут ответственность. 1 февраля был произведен очередной, это уже получается третий запуск ракеты с космодрома «Восточный». И буквально на прошлой неделе были найдены фрагменты ракеты-носителя на территории республики, по-моему, в Алданском районе. Скажите, продолжается ли мониторинг воздействия на окружающую среду и есть ли какие-то результаты? Наша задача совместно с корпорацией «Роскосмос» проконтролировать нахождение этих частей ракетоносителя и обеспечить вывоз. При этом мы ведем экологический мониторинг, чтобы природным компонентам, природным средам не было негативного воздействия. В частности, были мифы о том, что произойдет загрязнение территории радиацией, несимметричным диметилгидрозином и так далее. Но лабораторные исследования и фактический ход работ показал, что происходит захламление территории металлоломом. В металлоломе мы обнаружили, конечно, остатки несгоревшего топлива, преимущественно это керосин. Есть превышение показателей по свинцу, где есть топливо, там и свинец, и кадмий. И мы контролируем и требуем, чтобы части второй ступени, это двигатель, баки были убраны. В этом году поисковые работы проводятся. Проблема была в чем? Декабрьский запуск показал, он происходил в экстремально низких температурах, минус 50, и вертолетная техника не могла вылетать, были проблемы. И снеговой покров, он скрывает те части ракеты, которые падают на снежный покров. Практически не видно. Пролетая на высоте 50 метров, 70 метров, 100 метров, практически не видно. И поэтому было принято решение продолжить работу после схода снегового покрова. И это решение было правильным. В Алданском районе на прошлой неделе нашли все створки «Союз-2», ракет, которые стартовали 28 ноября и 1 февраля 2018 года. Сегодня идут поисковые работы в Гуляцком на слегах Вилюйского улуса. Снег как раз сошел, и буквально сегодня-завтра я жду информацию о найденных фрагментах. Найденные фрагменты будут вывозиться вертолетами в город Вилюйск, складироваться там, договора хранения имеются, и потом автомобильным транспортом будут вывозиться.